серьезные программы развития. И то, что сегодня далеко не реализован потенциал экономического сотрудничества в России, это достаточно очевидно. То, что для того, чтобы создавались рабочие места, для того, чтобы возникали новые предприятия. Конечно, в первую очередь развитие Абхазии — это, конечно, уникальная, Богом данная земля с точки зрения климата, природы, и поэтому, конечно, это не зона промышленного развития, это в первую очередь развитие туризма, санаторно-курортного лечения, здравоохранения, но это тоже требует огромного развития инфраструктуры, это требует огромных инвестиций. Должны ли быть эти инвестиции законодательно обеспечены? Ответ, конечно, да. Они, конечно, должны быть законодательно обеспечены, иначе просто никто не будет вкладывать эти средства. Но такое обеспечение тоже, в общем, не требует суеты. Это требует такой вдумчивой, планомерной работы, которая должна учитывать интересы обеих сторон, должны быть защищены условия для того, чтобы российское государство и российские инвесторы могли вкладывать средства в создание рабочих мест проектов в Абхазии, должны быть защищены интересы абхазских компаний, абхазских инвесторов, граждан Абхазии. Это требует такой спокойной, вдумчивой работы. И мне кажется, совпадает у нас с вами этот подход. Я тоже немножко удивился, что при том, что сотрудничество между органами государственной власти, региональной власти, между российскими регионами и Республикой Абхазия, городами и районами Абхазии довольно интенсивное, я не увидел серьезного сотрудничества на уровне общественных организаций. Для меня это было очень странно, честно говоря. Поэтому мне кажется, что точно можно это делать. Мы вчера в Русском драматическом театре Сухума говорили о том, что можно сделать для сотрудничества творческих организаций. Договорились о том, что и по линии Министерства культуры дополнительные гранты могут быть выделены на постановку спектаклей. Значит, мы договорились, что мы можем больше возможностей открыть для молодежи Абхазии. Перед тем, как сюда в больницу приехать, успели зайти на Брехаловку. Я вспоминаю, как дед каждое утро ходил на Брехаловку пить кофе, а меня еще вот таким маленьким брал с собой. Кофе мне тогда не давали, но нюхать можно было. Поэтому, ну, конечно, это детские воспоминания. Вчера смогли зайти во вторую школу, в которой я 1,5 года учился. Класса моего не осталось, к сожалению, но я по виду из окна в столовой понял, что он был где-то там, где сейчас столовая. Я вид из окна помню.